А. Симфоническая музыка. Б. Камерный ансамбль, инструментальная музыка. И фортепианная музыка. Музыкант, у которого у первого из этих Моцарт, Глюк, Гайден, фортепианная музыка была не только одним из жанров, как я повторил, Гайден и Моцарта, а одним из главнейших жанров. И который фортепианную музыку, будьте здоровы, и жанр сонаты великой музыки, который стал гениальным фортепианным композитором. Не клавирным, как Бах, фортепианным. И который сделал жанр сонаты гениальным жанром. Именно в этом жанре достиг величия раньше, чем в других жанрах. И создал совершенные образцы сонаты, которые бесспорно являются эталоном для любого музыканта, пишущего по сонату. Сонат Бетховена — это вершина этого жанра, как и его симфония, до которого можно дотянуться, превзойти, наверное, уже нельзя. Напоминаю, что он начал свою творческую деятельность с камерного ансамбля и музыки сонаты. Первый опус — это трио, а уже третий опус — это сонаты для фортепиано. Сонаты писал практически всю жизнь. То есть с начала 90-х и до 25 года. Получается, почти 35 лет. Большой срок. Это жанр, поэтому сквозной, то есть насквозь пронизывает его творческую жизнь. Кроме фортепианных сонат, большое количество вариаций. Рондо. И очень много минуэтов. Это уже заказ, это для публики, это для денег. Издатель просили 70 минут. Это публика играл столько, почему? А это легко играть. Это не сонаты, не вариации. Повторяю, это музыка той эпохи, и играется не часто. Хороша, но не более. Конечно, велик он в жанрах сложных. В сонатах, вариациях и рондо. Рондо написано немного, но и самые знаменитых из них это рондо до мажор и рондо под названием «Ярость по поводу потерянного гроша», который шел в трактир, денежки в кармане, гречку искались. Так и не выпил вина в тот день. Так, вариаций, написано их много, около дюжины, но самые знаменитые. Это легендарные 32 вариации c-моль, тональный c-моль, и вариации на тему поэзии Елло. Был такой итальянский полный композитор. Вот это шедевр, равные по значимости его великим сонатам. И, кстати, очень сложные произведения для головы и дорог. И блестящее мастерство во владении вариационной формой. Он, как когда Себастьян Бах, великолепно, гениально выбрал форму. Его вариация один из шедевров вариационной формы. Так, но, конечно, более всего сонат. Их меньше, чем у Гайдена, больше, чем у Моцарта, 32. Есть просто хорошие, есть великие, есть гениальные. Бетховен написал более 100 опусов. Девочки, поясняю, опус — это не одно произведение. Опус часто может быть собранием нескольких, 2, 3, даже 6 произведений. Например, опус, скажем, 10, там может быть 3 сонаты. Так, то есть написано в один присест, в один краткий период времени. Вот представьте, более 110 опусов. Огромная цифра. А теперь запомните заветный цикл. Все сонаты с номером опуса более 100, это последние 5 сонат, это самые трудные, самые страшные сонаты. И очень немного пианистов решаются их играть. Их можно по пальцам посчитать. Что в России, что в других странах. Это безумно трудно и для рук, и для головы сонаты. Их просто проигрывать, не исполнительно, а вот текст проигрывать уже трудно. Это как через тайгу пробираться, густую. Вот. И точно так же трудно понимать. Может быть, вы сыграете их. Я слышал, что Караш Живьев, якутский призвал музыкант из Новосибирска, настоящий пианист, что остальные не решаются. Я проиграл все сонаты Бетховена, я дошел до... Кстати, вот это одна из 5, с какого номера начинается? Итак, у него 32 сонаты. Последние 5 это опусы выше 100-го. Так вот, какая из них будет первая? Это у него опусов более 100. 28-й девушка. Да. Так вот, я дошел до 28-й. Я дошел до ее половины. А дальше, как человек в джунглях, просто потерялся. Я дальше не мог прорваться. Я делал еще 2 попытки и потом бросил. Безумно трудно. Я вам потом покажу текст. Гениальная, но сложная музыка. Потому что Бетховен пошел, похоже, полностью вошел в свой мир, ни с кем не общаясь. И вот этот свой сложный, непонятный, причудливый мир и воплощал их.
27 еще можно сыграть, 28 уже. Поэтому играет очень немного. И еще напомню, что эти сонаты написаны совершенно глухим человеком, который ни одной ноты не слышал, ни одного звука. Кстати, об его глухоте. Легендарная глухота. Это памятник мужеству человека и музыканта. Представьте, как безумно написать музыку, не слыша ничего. Но это поражает вот почему. Благодаря этой глухоте, как известно, нет хода без добра. Мы имеем уникальные документы. Итак, биткоин ничего не слышит. Он же общается, он разговаривает, приходит трактир, с друзьями встречается. А поскольку не слышит, они ему пишут записки. Может, вам доводилось общаться с глухими людьми, они еще много говорят, когда говорят. Они боятся, что их не слышат. И он громко говорил. И друзья ему потом сказали, чтобы их не оглушать своим голосом, он стал писать им тоже записки. То есть общались так, они ему напишут, он им напишет. И поэтому имеем уникальные документы в течение 20 лет, записки человека, который постепенно теряет слух, а потом полностью. Это не просто записки, это по сути, представьте, вы все ваши разговоры с подругами записываете. Все, что они говорят, и вы говорите. Уникальный документ. И мы можем узнать, о чем он думал, что волновало. Думал как человек, как музыкант. Он действительно очень много пишет о музыке, и друзья ему пишут. Так вот, таких уникальных записок нет в истории ни одного великого музыканта. Только у него. Почерк, правда, ужасный, он писал так наспех. И еще там же в трактирах, общаясь с друзьями, он часто делал так. Вот пришла ему в голову музыкальная мысль. Он мудро поступал. Тогда не было диктофона. Он сразу брал любой клочок бумаги, там мог быть счет от официанта, все, что было, салфетка, и записывал, например, тему, мотив, фразу будущего произведения. И вот все это, а он носил с собой такого формата маленькие записные книжки, они в карман помещались, кафтана. Достает, быстро пишет. Поэтому там не только записки, слова, там ноты, там эскизы его будущих произведений. И мы видим, как он сложно, долго работал, как много отбрасывал вариантов, отбирал, улучшал, совершенствовал. В этом смысле уникальный памятник творчества, как проходила работа над теми произведениями. Вот. Но все-таки он пытался слушать людей, поэтому носил с собой бедняк, тогда не было современных аппаратов, вот такой рожок слушательский. Да, тогда были такие вот, кстати, здесь на входе вот такое, здесь ухо вставляется. У него была целая коллекция рожков. Это было трудно, конечно. Только чуть не кричать рожок. Сами понимаете, в таком положении неизбежно сделаться невидимым. Скажут, что все над тобой смеются. Теперь, вернемся к самому. Итак, начинает он 90-е годы, сначала 90-х. Стал учиться у Гайдна, когда он вернулся из Лондона, и начал писать первые сонаты. И первые 3 сонаты написаны в подражании учителю Йосифу Гайду и ему посвящение. В этих сонатах мы еще видим стиль Гайдна, все верно, но в этих сонатах мы уже видим стиль нового Бетховена. Музыка мощная, крепкая, напористая, динамичная. Музыка, в которой уже мужественная лирика, и возникает образ драматический и героический. То есть он рано находит себя, рано находит свою свободу. И уже в первый венский период, 90-е годы, появляются яркие сонаты. Ну, такие шедевры, как 5-я, 8-я, это шедевры. Но и в других сонатах есть отдельные потрясающие части. Например, медленная часть 7-й сонаты, Largo Ernesto. Потрясающая медленная часть 2-й сонаты, 4-й сонаты. То есть уже гениальное откровение. То есть сонаты еще не совсем ровные. Где-то музыка слабее, где-то сильнее, где-то она самобытная, совершенно бетховенская, где-то она подражательная, но там уже есть целая часть шедевра, великая музыка. А вот подлинной и полной зрелости в жанре сонаты Бетховен достигает уже, естественно, в начале 2-го венского периода, то есть с 1800 года. В 14 лет. То есть с 800 по 14 год. Вот большая и величайшая часть сонат Бетховена написана в этот золотой период. Его называют второй венский, называют зрелый период, это одно и то же. Вот тогда и появляются такие шедевры, как и 14-е, и 15-е пасторальные, и 17-е с речитативом, и 21-я вальштейневская соната гениальная, и 23-й апассионат. Это все шедевры. Это великая музыка. И 27-я, последняя из которую мы можем сыграть худо-бедно. Так, теперь, сонаты занимают у музыки еще особую роль. Напоминаю, он первый композитор, для которого фортепиано музыка стала важным жанром, одним из главнейших, а иногда и главным, когда он, например, написал симфонию. Сами понимаете, симфонии сколько сонат не напишешь, тем более бетховенских симфоний. Поэтому сонаты служил очень. Как вы знаете, господа, когда кто-то придумал пароход или аэроплан, его сразу не строят большим, строят модель. Размером такую, вот с этой комнату на модель. Ее проверяют.
Правильно. Так вот, бетховенские сонаты были моделью его ансамбля и особенно его симфонии. То есть новые творческие идеи, приемы, подходы он вначале проверял на сонатах. Если соната получилось, это показалось убедительно, вот тогда он выставлял симфонию. Поэтому про них говорят, его сонаты это лаборатория его творчества. И все, что потом будет в симфониях, вначале появлялось в сонатах. Эти образы, эти приемы, эти циклы. Бетховен был сам блестящим исполнителем. По сути, в ту эпоху он был номером один после смерти Моцарта. Когда музыкант, играющий, пишет музыку, то возникает связь его музыки, облика, характера и его манеры игры. Одно влияет на другое. Бетховен играл так, как сегодня играют музыканты. Мы на стадионах играем, без всяких усилителей. Была мощная манера игры человека-оратора. Это нужен не маленький зал, камерный, как Моцарту или Шопену, а огромная аудитория. Так, зал 1000 на 3 человека. Или стадионы сегодня. Поэтому крупно, мощно, у него была колоссальная крупная техника. И это все отразится в сонатах. Он решительно изгоняет из фортепианной музыки, из мелодики, из тем фортепиано, все эти украшения. Всякие группетты, морденты, трели. Это бывает крайне редко. И это у него приступит к крушению. Чистая тема. Так, крупным штрихом. То есть никаких подробностей. Все отчетливо, как на плакате рисуют. Дальше. Бетховен расширил возможности фортепиано. Он стал использовать и нижний регистр, большую октаву, контроктаву. И не просто для звука баса, для аккорда. Эти октавы он широко использует изложение тем, мелодий. Поэтому у Бетховена вот такие, например, куски музыки, когда возникает здесь обычное дело. Поэтому звучит сурово, мощно, величаво. Потом так будет долг лист, взял его Бетховена. Бетховен широко использовал оркестровое тремоло, октавы, до. Поэтому звучал фортепиано очень мощно и напористо. Бетховен колоссально расширил динамический диапазон. У него уже фортиссимо это норма. Он вводит 3 форта на 4 форта. Современные инструменты не выдерживают. И тогда изготовители стали усовершенствовать. Тогда из стен делают усиленные рамы, двойные, потом тройные струны, потому что бетховенские музыки предыдущие фортепиано не выдерживали. Так вы иногда запомните. Колоссальная по силе музыка. Бетховенские произведения уже в рамках одной сонаты, одной части можно встретить диапазон 4-5 октав. Так он забирает. Требуется очень развитой техники, уже иной, не утонченная мелкая, как у Моцарта, а крупная. Это часто используют параллельных октав, это изложение темы аккордами, кто умеет играть. Это колоссальные скачки в нижнем регистре, что потом будет у Листа, у Шопена, тоже трудно играть. И, конечно, в своей клаверной музыке Саратов колоссальный повел на всех, кто в 19 веке писал, или почти на все. Шопен, Лист, Шуман, Балакирев, если брать русских музыкантов, Рубинштейн, конечно же. Если дальше, Рахманинов колоссальное влияние Бетховена мы ощущаем. У Брамса в его произведениях, не только сонатах, вообще в клаверной музыке. Ну и, конечно, без бетховенских сонат не было бы гениальных сонат и Шопена, и Листа, и Брамса, великих сонат. Не было бы сонат и Шуберта Франца, сонаты Шумана, сонаты Мендельсона. Они все от него отталкивались, прежде всего. Итак, с чего начинаем? Вот послушайте кусочек. Это то, что вы уже не только знаете, а может даже играли. В школе доиграете некоторые. Я сам в школе играл. Да, кстати, в эти 32 сонаты не входят так называемые сонаты Фачиля, легкие сонаты. До мажора, соль мажора. Может, в школе их тоже играли. Так вот, они в этот счет 30 не входят. Это, говорит, для детей. Так, минуточку, где у нас Моцарт? Сейчас, минуточку. Так. Так. Так вот, послушайте. Таре. Подражающий учителю, но здесь уже музыка напряженная, мощная, волевая, требовательная, бунтарская музыка. Потому что бунтарский дух буквально пронизывает вообще музыку, и особенно фортепианные сонаты Бетховена. Играл что ли? Это главная партия. И уже здесь определяете черты некоторые. Когда бросили следующие партии, следующий пошли. Сразу переходит к побочной партии. Следующий здесь не готовится, извините. И они тоже напористые, отчаянные,
драматичные, взволнованные. Сюда. Борьба, натиск, напор. Итак, это начало. А вот теперь вторая симфония, самая естественная. Знаменитая вторая часть Лянга. Ее изумленные слушатели это назвали «Шаги командора». Почему? Потому что здесь услышали воплощение в инструментальных звуках поступи, той самой каменной статуи, которая как судьба, как рок входит в дом Дон Джованни, чтобы отомстить ему. Он находит необычные приемы факторные. В чем там необычность? Итак, верхние звуки аккорда тянутся, а нижний звук — это мелодия в большой октаве, короткие, отрывистые звуки. В таком темпе. Кто-то тяжелый, медленный, огромный идет. Вот это и поразило всех. Такого не было. И это было только Бетховен. Вот Лянг из второй сонаты, которую называют повторяют многие любители, музыканты, «Шаги командора». Заметьте, музыка суровая, величавая, бетховенская мудрость. Да, это лирика, но бетховенская лирика мужественная. Никакой слезливости, чувствительности. Он не Моцарт, все сурово. И нежно вспышки ярости. Большой любитель сфорцанта, который стоит вздрагивать от музыки. Или вот потрясающая Лянга из четвертой сонаты. Здесь еще нет и суровости, но есть вот что. Спокойное, величавое, раздумное размышление. Потому что это следующий великий после Баха музыкант-философ, который очень много размышляет. Потому что если величавый, благородный, возвышенный, неторопливый, не суетливый. Поэтому эта лирика одновременно философская, но всегда по-бетховенски мужественная, суровая. Спасибо Богу здесь торопиться. Поэтому он любит обозначение темпа не анданте или даже плавно, широко. И еще. Свои сонаты он будет мощные, контрастные. Да, это сделал блестящий Моцарт, он развивает эту идею. Вот в этой части, после вот такой величавой, спокойной, размышляющей мысли, появляется вдруг нечто неожиданное, чтобы не каждого. Это серединка. Мне не нравится исполнение, очень осторожное, сдержанное. Играет Шнабель, по-моему, великий музыкант, но такое ощущение, что он тормозит бетховенские порывы. У меня просто нет записи других исполнителей. Здесь нет Бетховена, повторяю, к сожалению, вот в этой версии, что хотелось. Ладно. А вот пятая соната, это соната, где уже типичные для него образы соединились в чисто музычном. Образы драматические, героические, пасторальные, лирические, шуточные, жанры бытовые. Бетховен все мог блестяще показывать. Но ближе всего ему вообще в музыке и особенно в сонатах были образы драматические, героические, трагедийные. И особенно драматические, героические. Здесь был непревзойденный, неподражаемый. Моцарт начинает, но у Моцарта это эпизод, это маленькие кусочки его музыки. У Бетховена это заполняет почти что все. Трудно найти у него сонату, где не было бы драматических, героических образов. Хотя бы в одной части. Но, как правило, возникает почти в каждой части. Вот в пятой сонате возникает блестящий уже в начале. Кстати, любопытно, что самые великие сонаты Бетховена это тот самый, который не из 4, а из 3 частей. То есть так, где он выбрасывает минуэт чисто развлекательный, чисто танцевальный, попсовый, чисто сказали бы сегодня. Итак, вот пятая соната Ц-мор, кстати, любимая тональность. В этом я написал много великой музыки, вариации 32, и пятую симфонию, к примеру. Итак, слушаем. Так, у меня здесь только 14 и 8 для вас взяла. Я покажу здесь.
отрезал. И вдруг музыка нежная, ласковая, пасторальная. Воина пасторальный будет уже здесь появляется. И редкие случаи созывающие парты здесь даже есть. С яркой темой неоднозначно. Побочная, стремительная. Поначалу легкая, а потом грозная, драматичная, как вал, который все сметает на пути. Но, а теперь, если мы говорим о шедеврах, а не просто о великих произведениях, то, конечно, одни шедевров — это сонат номер 8. Но прежде чем мы послушаем, я вам представлю полноценно, я хочу сказать еще одну вещь. Это гениальная вторая часть седьмой сонаты. Largo e Mesto. Широко и мрачно, мистически. Так вот, любимый темп Лярго, у него музыка потрясающей силы. Такой-то мрак, такая боль, такая скорбь, такое отчаяние. И это в окружении музыки радостной, безмятежной, беспечной, счастливой. Вот это Largo e Mesto. Сложная музыка, сложная дорога для головы. Здесь нужно думать, здесь нужно напряженно чувствовать непрерывно. И это нужно одновременно петь. Кстати, здесь тяжелая работа для 4-5 пальца. 3 пальца держат аккорд, и только вот эти поют мелодию. И очень тяжело, очень долго, очень напряженно. Сейчас минуточку. Итак, 7-я соната. Вторая часть Largo e Mesto. Это может быть один из самых скорбных монологов Бетховена в сонатах. Целая часть монолога. Он начинается с музыки скорбной, напряженного мучительного размышления. Он упал. Что делать? Роковой вопрос. И колоссальный контраст это. Еще одно свойство музыки Бетховена в сонатах это сквозное развитие. А именно, то, что даже когда начинается какой-то раздел, партия, тема, она не доходит, как правило, в том же виде до конца, как начиналась. Она уже на ходу меняется облик. Но когда она появляется вновь в этой части, второй, третий раз, она всякий раз будет иной. Она будет обновленной, она будет развитой, смененной. Так вот это и есть процесс сквозного развития. Постоянно обновление развития образа, темы. Скорбно и безысходно. Сейчас новая гениальная тема. Печальное восклицание, особенно прошлого, как ностальгия о том, что все прошло, и все. Вот это шедевр увидит. Здесь он достигает уровня Моцарта, на мой взгляд, 12-й сонаты. И вдруг постепенно просветление, и мы успокаиваемся, ну слава Богу, все хорошо. А он потом еще раз нас ошарашит, удивит. Скорбное отчаяние, трагическая тема. Это все еще 90-е годы, еще молодой музыкант, который еще не подписывается Яков Газик, что очень написал, который выступает салонно с таким успехом, но и шокирует свое поведение, внешность и манеры публику. Так не привыкли, это не привыкли, такой грех, такой глубине. Вот новая тема, посмотрите секунду, и опять скорбное отчаяние. Это специально вся потеря, вся прочее. Мне так сразу не нравится. Поэтому слушайте исполнителя Рихтера из русских музыкантов. Или Мария Юдина, к примеру, или Мария Гринберг. Ну, учимся. Делись потрясающей игрой. Так, дальше идем. Так, и вот после этого и подготовлены достижения гениальной 8-й сонаты. Итак, 8-я соната, тоже цемоль, тоже 3 части.
И тоже, конечно, прочим выгоняет минуэт из этой сонаты. Никакой развлекательности. Все серьезно. Блестящий образец лирико-драматических сонат. Помните, Моцарт создает лирико-драматический симфонию номер 40, гениальный симфония. А в своей же сонате до минор Моцарт выполняет первый образец и лирико-драматических сонат. Но то, что у него первый образец единственный, у Моцарта мы повторили нормы. Львиная часть сонат Бетховена — это сонаты лирико-драматические. Или даже, как правильно говорят о Бетховене, героико-драматические. Лирика там будет, но на первом месте образы героические, драматические, драматические, героические. И еще девушки. Да не только в том, что они появляются, ярко показаны, например, в первой части. Дело в том, Бетховене, что они, эти образы, героические и драматические, они сквозные, они проходят сквозь всю сонату. Они собираются и во второй части, и в третьей части. Вот я взял для вас, поэтому рассредоточьте на всех вам. Итак, 3 части. В каждой части образы драматические и героические. Здесь это есть везде. В каждой части есть лирика. В первой части лирика и порывистая, и жалобная, и печальная. Так, и возбужденная. Во второй части есть лирика и такая, порывистая, печальная, и светлая лирика, философская. В третьей части опять лирика возбужденная, отчаянная, напряженная, взволнованная. Вот, это ведущий образ. В этой же сонате возникает яркая, мощная героика. И главная партия первой части. И в эпизоде во второй части, и в эпизоде в финале. Первая часть сонатной формы. Это святое дело. Вторая часть в форме, о которой музыканты спорят в ближайшие 200 лет. То ли это ронда, то ли это двойная трехчастная форма. Если ронда, то, конечно, не будет нормально. Третья часть ронда соната. Это тоже нельзя. Он развивает идею Моцарта и делает вот что. Он сближает часть не только образом эмоционально, то есть образы, которые мы слышим в первой части, будут во второй и третьей. Он сближает их интонационно. Поясняю. Вот я вам играю тему побочной партии из первой части. Вот как она звучит, послушайте. Напомню главный мотив. Так. И вот точно так же будет начинаться главная тема финала третьей части. Только в другой тональности. Вот его идея. Итак, сближение не только образ эмоциональный, сближение и тематическое, и интонационное. Первая часть необычна. Необычна, пожалуй, самым большим вступлением в сонаты. Ни у Моцарта, ни у Гайда, ни у самого Бетховена, который никогда не был вступлением, занимающих целую страницу. Видите? Кстати, безумно трудно вступление. Если есть посложнее сонаты 28-29, но это тоже не подарок. Так вот, вступление играет особую роль. Роль очень. Во-первых, оно можете контраст остальному. Раз. Вступление источник образов, то есть образы, которые подальше были уже здесь. И вступление источник тем. То есть здесь он не только показывает тему, здесь он во вступлении подчеркивает, а развивает. Такого никто не делал. Чтобы вступление темы не показать и развить. Образы и драматические, и героические, и лирические, и трагедийные. А вот теперь сейчас покажу вам особенности вступления. Итак, смотрите. Вначале тяжелые аккорды, как приговор, не подлежащий обжалованию. Вот это тяжелое завершение, как вздох, ничего не сделаешь. И так будет трижды. А на третий раз, как бы протест, не хочу мириться, звучит. Новую тему, уже светлую, взволнованную, счастливую, порывистую, но постепенно мрачнейшую. И уже в этой теме возникает спор, диалог двух героев, двух участников. Этот утверждает, да все хорошо, все тихо. А второй спор приводит возражение первой темы. Первый пытается. Второй более стойчив. Первый секает. Это отчаяние.
пассаж перед вами вы оцените. Именно биткоин вводит в употребление 32-е, 64-е, ОУ же 128-е и даже есть два места 254. В его время никто этого сыграть не мог, он был просто потрясающий. Поэтому долгие годы его сонаты никто не играл. Но по сути до Листа никто не решался в них браться. Потом Лист, потом Рубинштейн, потом постепенно как-то все опомнились, начали понемножку играть, это так безумно интересно. Вот он летает главную партию, и тоже необычно. Само воплощение бури, натиска, борьбы, напора, музыка-драматическая, героическая. Никаких тем, вернее, никаких мелодий. Тема это, по сути, гамма бедозвуков. Гамма громче минора, без второй ступени, вот и все. Гамма взлетает вверх, падает вниз. На одном дыхании. Остановка, и вот тревожное ожидание. Правда, этот прием, колебания звуков, он взял у Моцарта. Побочная партия. Мы ждем, что будет все не похоже. И не похоже, и похоже. Почему? Не похоже, потому что там лирика. А похоже, никакой радости, спокойствия не будет. Такая же тревога, волнение, только теперь уже жалобно. Уникальная побочная партия. Музыка удивительной красоты и нежности, но при этом строгой. Никакой сентиментальности, какие украшения. Итак, вот она. Потрясающая красота кульминации, простите, модуляции. Вот здесь не хорошо. В первой сонате ужасная модуляция, здесь потрясающая. Итак, он выбрасывает следующую партию. И вот после такой побочной, повторю, и грустные, нежные, и печальные, устремленные, взволнованные, партия заключительная. И вот здесь опять биткоинские страсти, клокотание. Все, пора кончать с этим, надо бороться. Оцените эту тему. Что это за тема? А это, по сути, тоже восходящая гамма. Вот она. И это еще не все. Здесь есть и тоже находки. Прозвучала эта партия заключительная. Мы получаем тоник, ми бемоль мажор, это на побочной партии. И вдруг бах, как будто, знаете, кого-то мы проводили, сказать, ну слабо, ушла. И вот уже размякли, и этот тот, кто ушел, ушла, открывает дверь и баливается. А вот и я. И мы зашпыливаемся. Как знаете, как внутри. И так и здесь. Ушла заключительная партия. Он берет каденцию последнюю. И вдруг врывается главная тема. Как будто мы расслабились, все, никуда не пойдем, останемся вместе, не будем бороться. Нет. Нам говорят, вы что, не собираетесь? Уже пора идти, пора бороться, начинать. Вот так кончается экспозиция. Так, ну сейчас прослушаем, самое-то главное здесь еще разработку услышать, потому что он достигает здесь гениального мастерства. Уже сама по себе главная партия напряженная, драматичная, он это колоссальный усилитель разработки. Итак, соната номер 8 Соль. Впрочем, простите, вы же это слышите. Сразу перейдем к чему. Итак, кончилась экспозиция. Теперь разработка.
экспозицию, но мы не будем нас слушать по новой, сразу переходим к началу разработки. Итак, вот эти аккорды застыли, ожидание, что будет дальше. А дальше еще одна находка. Он использует действие учителя Гайдна. В начале разработки вдруг повторяет кусочек, вот такой маленький вступление. Вот эти роковые аккорды, вопрос, что же будем делать? Или приговор уже обеспечен. Это нежное начало. Вот, кончается экспозиция, начинается разработка. И заметьте, мало того, что здесь кусок вступления, но он никто не становится. Уже не такие роковые аккорды, не так беспощадно звучит. Здесь сомнения на суде появляются. И вдруг модуляция издумена очень легко. И сейчас не вниз, а наверх пойдет, с надеждой некоторой. Может быть, все еще удастся избежать, переиграть. И врывается главная тема. Да, мы все изменим. Вот тот напряженный диалог, один утверждает, сколько, другой требует море, не надо. И так много раз. Очень сложное место. Моцарт играет, дали бы полностью расслабиться нам с вами, слушателям, после такой напряженной музыки. Но это не как Бетховен. Он не позволяет расслабиться. Да, начинается музыка лирическая, спокойная, неторопливая, но мужественная и суровая. Поэтому расслабление помнит. Он говорит так, от тебя требует, думай дальше, не расслабляйся. Ничего не кончилось, все будет еще по новой. Поэтому думай, как решить проблему, как бороться дальше с той самой пресловутой судьбой. Это тоже шедевр лирики Бетховена. Только если, скажем, побочная тема в первой части, нежная, грустная, жалобная, и пожалеть хочется, то это никак нет. Это величаво, широко, мощно. Она напоминает те самые лярвы из 2-4 сонаты. Форма необычная. Повторяю, здесь возникают главные темы, в случае раз, а потом возникают эпизоды, заставляющие полностью учесть. Музыка опять драматичная, напряженная, взволнованная, отчаянная. Я несколько раз сопоставляю их. Итак, вторая часть. Тональный степень мажор. Мажор, так. Вторая часть. Слушаем. Еще раз переизложение, повторяем период, прочувствуем до конца. Никакой сентиментальности, никакого сюсюканья. Он говорит с нами на равных. Он требует от нас такого же в нашей жизни. А вот новая тема, эпизод.
поначалу слегка беспокойно, а потом все более и более. Успокаивающие фразы, все будет хорошо, все будет замечательно. И опять та же прежняя тема, тема материала. Так, а вот теперь ну, допустим, повторение рефрена. Потом дальше, потому что сейчас появляется новая тема. Если в первый лишь был намек на волнение страсти, то во второй теме это опять любимая духовная, драматичная, героическая музыка. Музыка столкновения, борьбы. Итак, фа минор. Ронда, да? Это все вторая часть. Ронда. Девочка, не догоните. Заметьте, в результате тревожного спокойствия рождается величие победа. Но потом все вернется на пути всегда. Он тормозит шаг. И опять первая тема. А вот теперь, девушки, мне больше нам надо будет показать непосредственно в тексте, чтобы оценили его мастерство сказанного развития. То есть многократное возвращение к одному и тому же образу, к теме и каждое преображение. Вы слышали, как звучал эта музыка в начале? Напомню еще раз. Вот первый раз. И так далее. Но это через последний раз, третий раз. В ней уже отражается то волнение, которое было достигнуто перед этим. Это уже не то прежнее спокойствие, а, знаете, когда лицо спокойно, а сердце колотится в волнении. Будет, не будет. А все очень просто. Он вводит в эту тему рефрена ритм и фактуру, звучавшие в середине. Пульсация триуля. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. И меняет характер этой темы. И финал. Напоминаю, что финал написан в форме ронда-сонаты. Здесь очень много ярких тем. Бетховен тоже не жалеет запятая стилика. Вот первая тема. Лирика, напоминающая лирику побочная тема первой части. Взволнованная, порывистая, красивая и интонационная, сделанная с того же. Так, прозвучало. Каденция, и вдруг, как бы, знаете, сказано, все, не будем беспокоиться, печалиться, не будем так о неприятном, давайте о приятном, о хорошем. И резко меняется характер монстра. Значит, возникает новая тема, побочная тема на рефизов, ми бемоль мажоре. Сейчас играю. А дальше, как бывает некоторых людей, которые не могут долго оставаться спокойными, без дела, не работать, отдыхать. Или не могут долго оставаться спокойными, без борьбы. Вот есть люди, которые, значит, говорят об отдыхе, веселье, а потом о работе начинают. Это уже, знаете, мания, болезнь. Бетховен не может только спокойно радостно. А как же борьба за святое дело? Поэтому мозг начинает постепенно мрачнеть, печально, становится напряженный, взволнованный.
И вдруг после этого новая тема неожиданная. Как будто кто-то пытается его успокоить. Остановись, передохни немножко. И говорит, вот вас слушает. А Юра думает, нет. Еще начинается главная тема. Та самая. Опять каденция, и вдруг яркий эпизод. Вот здесь возникает опять философское мужественное размышление, поначалу сдержанное, спокойное, торопливое. Анданте, классический темп, магического шага, это безумно нравится. Итак, еще раз, еще раз, еще раз. И как я жду, биткоин не может быть спокойным. Его душа тянет туда, где борьба, столкновение. Так вот, поэтому постепенно эта музыка тоже теряет свое спокойствие и начинается, послушайте. Опять все проходит внутри. Вот такая это удивительная часть. А теперь слушаем. Потрясающий канал. Так. Где он? Открыли? Поехали. Что не Шнабель играет, Тиграль заиграл. Мы не будем слушать до конца, но я покажу последний кусок, коду. Потому что в сонате, которая начинается так, как она начиналась, не может быть такой конец. Грустный, печальный, жалобный, просительный. Который будет удар кулаком по столу, который ходит. А теперь послушайте конец кода. Не все равно, и сейчас как? Держи себя, сдерживай. Сейчас не выдержит, взорвется. Это биткоин. И вот проходит немало лет, начинается 19 век, 1800-е годы, и биткоин узнает о нескольких вещах, которые потрясут. Во-первых, умирает брат его. Так. Во-вторых,
Он говорит врачей, что он болен неизлечимо, слух не только не вернешь, не сохранишь, он обречен на поставить постепенную глухоту. И еще один удар. Джульетта Вечарди, его ученица, молодая итальянская аристократка, хорошая пианистка, в которую был сильно влюблен, она отказалась от предложенного ей сердца. Она предпочла другого. Кстати, в книжках он именуется графом Галленбергом. Это не Хесс. Знаете почему? Ну, конечно, он граф Галленберг. Вообще-то это музыкант, композитор, пианист, талантливый. Просто не гений, как Бетховен. Она предпочла другого музыканта, молодого и красивого. Наверное, случай в характере, чем Бетховен. По-личному можно. Наверное, я бы не выступил так же. Но это были удары, один с другим. Это были сильные потрясения. Я напомню о Гельмгольштадтском завещании. И вот завещание, этот документ написан словами на бумаге. Но в каком-то смысле были два музыкальных завещания, послание человечеству, написано после этого шока. Это симфония номер 3 гениальная, и вот эта соната. Вначале соната, потом симфония. Поэтому соната очень необычная, совершенно ненормальная, неправильная соната, нарушение всех законов сонаты. Да, здесь только 3 части. Но вспомните, первая часть всегда быстрая. Первая часть это действие, это событие, это драма, это борьба. Так было до него. И у Бетховена было так же. Все предшествующие 13 сонат. А здесь все ненормально. Кстати, господа, поэтому 14-я соната называется не совсем соната. Она называется соната квази-уна фантазия. Соната как бы фантазия. Вообще-то где не как бы на самом деле. Потому что здесь свободный подход к циклу и к форме. Поэтому первая часть медленная, во-первых. Во-вторых, никакого события там не происходит и никакой борьбы. Первая часть это потрясение, это реакция, ответ. Но представьте, вам сообщили страшную новость. Вы поначалу просто застыли, цепнели. Ни слов нет, ни чувств. Двигаться не умеете. Вот примерно это Бетховен здесь показывает. Кстати, название «Лунное» это название не программное и вообще не бетховенское. Это потом издатели и критики назвали. Поэт Рильштадт назвал знаменитый стихи, чтобы потом написать свои песни. Он видел там лунный пейзаж. Но по телевидению был лунный пейзаж всеми, и я видел. Так вот, это пустая, голая, выжженная земля, где ничего нет, и только, и камень. Так говорят о посветиковой бомбеже, лунный пейзаж. Так вот, этот лунный пейзаж только душевный. Это выжженная душа, где пустородно, ничего не осталось. Все выгорело. Вот это потрясение Бетховена здесь гениально передано. Поэтому здесь есть тема, но нет мелодии в этой музыке. Здесь нет ощутимых остановок. Музыка льется, потому что человек не может не думать, не чувствовать об этом. И постоянное ощущение безысходности, отчаяния, потрясения. И сердце, которое колотится, представляет, не может забыть себя. Поэтому он берет у Моцарта идею. Пульсация триолей. Ла-та-та-та-та-та-та-та. Помните, знаменитое трио трех басов Дон Джованни, Командор Лепарелло. Потом эту идею арпеджиато, минор мадур. И тема необычная. Здесь тема, по сути, вокальная. Это не инструментальная мелодия, это интонация восклицания потрясенного человека. Там-та-дам, там-та-дам. Никто эту мелодию называет, это не мелодия, это потрясение. И форма, соответственно, необычная. Здесь нормальная соната форма, это должна быть сложная трехчастная форма. С колоссальным напряжением внутри, когда все в душе рвется наружу, а выразить нельзя вслух, надо держать в себе. Вот здесь Бетховен показывает свою силу воли, человеческой, музыкальной. Когда вам ужасно плохо, а вы не хотите и не можете показать остальным, что с вами. Вы только сжимаете там кулаки, стискиваете зубы. Вот, может, глаза у вас мрачные, полны слез, но лицо не шелохнется. Вот так все видите, эта честь. Гениальная честь. Здесь вообще все гениально. Но, девочки, запомните одну вещь. Эта музыка привлекает уже людей 200 лет, верно, и не может привлекать. Всем хочется сыграть. И вам, наверное, хотелось, а может, вы сыграли. Так вот, когда кто-то вам говорит, я играю лунную сонату, спросите, что он играет. Потому что играет, наверное, он первую часть. И не трогать вторую и третью. Страшно, боязно. Вторая и третья безумно сложны. Для рук и для головы. Так вот, руколомные вторая и третья. Поэтому, если кто играет первую и говорит вам об этом, он, наверное, играет первую часть. Здесь он доводит еще до большего предела контраста между первой частью, второй и третьей. Итак, общая композиция. Первая часть – реакция, потрясение, шок от горя, от беды, от драмы. Вторая часть. А бывает так, у людей нервный смех нападает. Это реакция тоже души нашей, чтобы с ума не сойти. Вторая часть такой вот скерца. Никаких забот. Совершенно веселая, беззаботная музыка. Легонькая. Это интермеца. Это прослойка, буфер между первой частью и третьей. Потому что главная часть в этой сонате – третья часть. Вот третья часть – это уже борьба.
Это реакция не пассивная, как в первой части, а активная. Не хочу смириться с этим, буду бороться до конца, зубами и ногами, чем угодно. Мощная, волевая, драматическая, героическая музыка, это финал. Что там девушки нет? А, у меня такое издание, что я помню. Ну, придется вам тогда на прокат взять его в ваш коллекцию. Итак, а теперь давайте вспомним былое думы. Итак, гениальная соната. Си-моль, вот она, первая часть. Ну, это, правда, столько хрестоматийно, что только ленивый не знает этой музыки. Гениальный просто гениальный. Все заполнило. Резкое потрясение, переход. Совершенно беспечный, безрустному аллегретто. Второй части. Скерц, сам настоящий. Мощный контраст. Представьте, человек потрясенный горем, ни о чем не может не думать, и говорит, делать, а ему себя чувствует. Его обливает ледяной водой. Он стал встрепенулся. Что, как, где? Примерно происходит здесь. Итак, почувствуйте этот переход. Рэби мой мажор, кстати, аналист. Быстрый темп. Играть трудно. Здесь будет очень бойким, радостным, веселым. Тут ничего не было забито. Правда, он играет медленно. 4 раза быстрее. Итак, задание надо. Прочитайте раздел, посвященный поэтому творчеству Бетховена. А. Б. Разбор сонат номер 8, номер 40. Завтра подробное изучение сонат. У нас получится сонат номер 21, 23, 22. Дальше, девочки. Я сегодня для вас принес вопросики, но почему-то мой подлый диск не желал погружаться. Не знаю, в чем дело. Может, дисковый, может, мой диске. Я сегодня, я загружил на новый диск. Завтра опять принесу, вставлю в компьютер.